Так, зайдет цененный. Ой, блин, что-то не по то. Не понял. Так, попробую здесь. Может, ельца найду. Кто-то вон тут спустился тоже на снегоходе. Почему-то развернулись. Не знаю. Так, ладно. У нас своя задача. Сейчас сперва ельчиков надо поискать. Ребят, я здесь просверлил. Ельцов прикармливаю. Ельцо я не увидел, но огромную щуку я здесь увидел. Там поставил 2 жерлицы и здесь прям на эту лунку поставлю. Хотел заснять еще, а я поднял. Дурак, блядь, надо было включить вообще в упор возле камеры. Но примерно на сантиметров 60 точно есть щука тут. Вообще капец. Прям вот в упор на камере там был. Ой, блядь, запись надо было просто включить вам. Сейчас поставим жерлицу сюда. Так. Ну все. Щука точно тут есть, потому что я его видел. Ребят. Не знаю, попадет или нет. Поиграюсь так. Сперва налим думал.
Все. 3 штуки получилось здесь. Если есть, может туда, он по течению поднялся, вон туда еще одну закину. Или там у меня есть 1, 2, там 3. Не, наверное, поставлю еще вот сюда. Как ни крути, ребят. Возможно, попадет. Небольшой ремонт. В общем, из 2 штук сделаю одно ушко. Ну, как крепление сломалось. И все. Так, оба. Тихо. И почему я поменял? Потому что на этом груза не было. Крепление целое, а груза нету. Куда-то груз потерял. На другом груз есть, но вот придется дома как-то что-то придумать. Вот. Я уже на другом омуте. Здесь один ёрш сидит. Поставил 2 жерлицы, еще 1 жерлицу сюда поставлю. Ельцов я и не нахожу. Уже несколько лет. Я не знаю, где они тут. Не могу понять. Вверх от избы я, короче, жерлицы закончил ставить. На этом омуте здесь последний омут. Тут тоже рыбаки уже приезжали. Смотрите, сколько раз. Везде снегоходы ездили. Здесь поставил 3 жерлицы. Вот одна из них. Потом ниже, где-то в середине этого омута. И еще вон там дальше, на повороте. Тут, короче, прикормка. И 2-я лунка. Сейчас присмотрел я на видеокамеру. Немножко даже заснял. Тут штуки 3, наверное, хариуса сидит. Сейчас попробуем, порыбачим. Может, кого и поймаем. Первый заброс. Ладно, мон задыш. Будешь мне мешать тут. Нагулялся, все. Доволен. Опа, сразу поклевочка, ребят. Видели? Надеюсь, видите. Вон он. Тут хариусы. Вот она. Ай, блин. Да. Уйди. Тулан. En мешатчи. Попробуем еще. Вон еще поклевка. Вот тоже покрупнее. Это уже покрупнее. Вон он, ребят. Какие они. Харюза. Мы не жадные. Все подряд не берем. Пусть подрастает. Штука 3-4, я видел их тут. Где ельцы, вот интересно. Рожа наглая. Наглая рожа. Наглая рожа. А? Наглая рожа. М? Весь сырой. Уйди гуляй. Фу, Тула. Нафига так делаешь? Больше поклевок нету. Не подходит. Но я самое главное увидел рыбу, как их размеров они тут. Долго сидеть не стану. Я сейчас поеду на избушку. В избушку поедем. Смотрите, какой ветер. В избушку поедем. Там я чай попью. Там перекур небольшой
сделаю, немножко подсохну, весь сырой, и уже ниже от избы. Также буду проверять, ставить прикормки и искать ельцов. Если найдем ельцов, хоть посидеть, ельцов подергать. А так, не знаю, просто я уже не знаю, где их искать. Потому что уже несколько лет я их в этих местах не могу найти. Где они зимуют, представления не имею. Просто не имею представления. Где их эта яма, где они зимуют. Так. Короче, открутил свечи. Хочу показать. Вот такой нагар. Это левая свеча. Вот отсюда. Вот такой нагар. Кому интересно. Такой вот. Я не знаю. Не белый-белый, а вот такой вот серебристо-белый. Ну, я не знаю. Темно-белый, может, как-то вот так назвать. Но не беднит. Явно не беднит. До этого у меня вроде вообще белая была. Потом я покрутил там. А это уже правая, вон оттуда, с дальней, стоит 100 цилиндра. Этот потемнее. Потемнее, но тоже хороший нагар вроде. Не знаю, видно, не видно вам, ребят. На белом фоне или на черном лучше показать. На черном, наверное, лучше. Вот. Не, хороший нагар. Пока трогать ничего не стану. Сегодня, вот сейчас я проехал 18 километров, грубо говоря. 18 километров. И топливо у меня ушло на 18 километров. На 18 километров 8 литров. 8 литров на 18 километров. Вот. Ну, не так уженый. В принципе, вот, только вот то, что набывает местами бывает. Здесь я воду набирал точно. Все, закручиваю обратно. Все хорошо. У меня сетка вот сейчас так стоит, чтобы воздух лучше поступало. Я не знаю, это помогает или нет. Здесь у меня линолеум закрыт был. Эту сторону я открыл. Потому что душит двигатель, как ни странно. Воздуха не хватает. Вот, я напротив избы. Сейчас буду подниматься. Собака, не знаю, где она. По своим делам. Приходит, уходит. Редко-редко он появляется. Постоянно куда-то уходит. А эта сторона еще с линолеумом. Вот. Собаки нет. Но сейчас... В прошлый раз он здесь не мог подниматься. Он действительно попадал в беду. А сегодня он в любом месте поднимется. Так. Ну что, я уже поднимаюсь тоже. Труба дымит. Между прочим, снег сейчас такой сырой. Такой мокрый. Сейчас такой небольшой дождик начинался. Корка наста, что вот было после первой оттепели, вообще уже он растает, наверное, снова. В общем, такая погода, потеплела. Вот мне это понравилось. Сейчас я покажу. Не утону, тут пройду. Старая бураница. Вот понравилось. Знаете, у меня крыша пологая. Конечно, надо покруче делать крышу. Я вот тоже... У меня все постройки, вот что изба, что баня, что вот это пологая. Вот это более-менее еще круче крыша. Вот это правильная крыша, так называемая. И вот с этой пологой крыши, смотрите, как легко снег ушел. Сошел снег или ушел снег. Ну, в общем, крыша чистая. Вот так капает все. А там откуда капать? Вроде и снега нету. Так что лист этот хороший. На вторую избу тоже вот надо. Не знаю, в этом году получится, нет там.
Надо бы, конечно, такую погоду хоть на несколько дней. Если заморозки будут, надо съездить. Кровлю хоть отвезти, вот этот жестянку, рубероид. Но целый прицеп вообще вещей. Вроде сыро, но знаете, плюсы тоже есть, так как такую погоду очень тепло и руки не мерзнут на рыбалке. А тут вообще Ташкент. Тут вообще здорово. Буду сушиться, чай попью. Время вагон. Ремонтирую удочки. Балалайка. Там, короче, две удочки у меня вообще в хлам. Запуталась. Потом одну удочку, леску, короче, срезал. И вторую распутал. Смол. А вот этот приходится по-новому все. Ну, грузила поставлю и мормышку. Самая уловистая мормышка, между прочим, белая мормышка. Чай попил, полежал тут на норах. О. И сейчас дальше поедем. И ниже по течению от избы поедем сейчас. В общем, планы еще какие. Сейчас в данный момент поставить остатки жерлиц. Там уже немного осталось, наверное, 4 штуки. Может 5 от силы. Ну, одна мормышка негодна уже. Блин. Двоится что-то у меня. Все. И если ельцов не найду, надежды особо нету, то остается только надеяться, что попадет какая-то рыба на жерлицы. Хоть налим, хоть щука, хоть кто. Пока в данный момент я пустой. 2 хариуса поймал, но отпустил. Совсем маленькие. Мне стыдно такое брать. Вот. Но еще день не закончился, надежда есть. Посмотрим. Так, вроде все получилось. Все ништяк. Вот такая у нас, как сказать, получается, от кивка идет грузила и ниже еще, но грузила я бывает повыше ставлю, пониже. Это во время рыбалки. Он скользящий, туго, но ходит по леске. Так что бывает и отгрузила вот так, где-то на сантиметров 30 крючок в стороне. Он как бы болтается и отвлекает рыбу. Привлекает рыбу.
Все, сейчас пойдем. Тулан пришел, он съел хлеб. Потом уже нормально покормлю. Ну, пока все. Пока все. Да. Надо какой-то в пакет каждый крючок или еще как-то, но когда они в куче и едешь, трясет ящик, он просто в хлам. Постоянно вот крючок как-то отходит и запутывается потом. Ну все, удочка готова. Тулана опять нету, куда-то опять ушел. Ищи, свищи его. Вот тоже вот надолго уходит. Бывает, надо уже ехать, а его нету. Опа. Но сейчас-то недалеко поедем. Сейчас он услышит снегоход. Там уже, блин, река, вот снег тает со льда. Там, между прочим, опасное место, где островок. Летом вам показываю иногда. Там все быстро-быстро открывается, там течение большое. Сегодня вообще жизнь погода. Хорошо, что тропинка еще не мягкая. Могу я легко ходить. Не, еще придется сегодня за водой сходить. За водой. А Буран здесь будет ночевать. Буран здесь оставлю. Так, ладно. Так, зеркало надо еще чуть-чуть вот так, ну, как сказать, вот так. Вот этот уголок надо еще чуть-чуть выгнуть вот так. Сейчас как бы тулана я вижу, но если вот так я буду, и если зеркало вот так будет, я буду тулану морду видеть и вот сзади меня кто будет ехать. А сейчас вот именно вот сюда, вот это место я сейчас вижу, вот это место. Надо вот, чтобы левая сторона видна была. Так, ребят, рассказываю. В общем, где-то на 1,5 километра уже я спустился ниже по течению. Там изба стоит, вон избушка. Давно я там не был, там кто строил эту избу, уже хозяева, 2 брата, они умерли, передали уже другой владелец этой избы. Другой раз, когда будет наст, обязательно я туда пойду и вам сделаю обзор. Самому интересно, что там как изменилось, какие вот изменения в этой избе. За эти 1,5 километра, наверное, таких вот где-то 4 или 5 мест я сверлил, смотрел подводную камеру, искал рыбу, я не нашел. Просто не нашел. И здесь уже последний омут. Дальше уже не поеду. Дальше не поеду. Сейчас развернулся обратно до избы. Здесь поставил жерлицу. Вот одна жерлица. Так, еще. Вот тут проверил. Здесь глубина где-то около 4 метров. 3,5-3,80 где-то. Вот тут глубина. Там где-то 3 метра глубина. Здесь получается больше 2 метров. Здесь поставлю еще последнюю жерлицу, которая у меня есть. Вот она, сломанная жерлица. Ну как-нибудь, все равно закручу, как-то сделаю и поставлю, оставлю. Вот. Я не знаю, где искать рыбу, ребят. Просто я не нахожу. Потому что рыба здесь, в данных местах, уже, получается, лет 5, наверное, не зимует. Просто не зимует. Уходит. Скатывается или еще куда-то поднимается. Я каждый год здесь пытаюсь кого-то найти, поймать, но пока результатов нет. Самые вот именно козырные места проверяю, хожу. Нету.
Вот. Ниже уже спускаться не стану. Вечером еще здесь я съезжу до жерлиц, которые вот внизу оставил. Там самые крайние две жерлицы возьму и где-нибудь тут еще раскидаю. Поближе к избе. А завтра уже по этой реке будем спускаться. Завтра все как будет, увидите. А сейчас я еще здесь вот, ну буквально на вон там проверю. Посижу еще с прикормкой и поеду обратно. Вот каждая проверка у меня с прикормкой. Вот там прикормка, здесь камера. Я наблюдаю, но вот рыбу я не вижу. Ни крупной, ни мелкой. Даже ершей нету. Вот такие дела. Сейчас погода, вот опять, смотрите, какая туча идет. Такой снегопад начинался. Вообще жесть. Там везде кругом возле берега открыто. Сегодня заморозка не будет. Каждым днем лед опаснее становится. Там вообще тонкий лед. Здесь толстый очень даже. Ну, пока так. Я на льду. Не представляете, какой вес. Вот это да. Надо было мне взять этот. Как же. Светофор, в магазине Светофор, там продают брезент такой, он легкий, мешковина. Сейчас прицеп поставлю. Здесь лишнее, чтобы с собой ничего не брать. Вот это все. Так, сиденье надо как-то, может как-то так закрыть. Хрен пойми что. Так. Капец. Это да. Будет. Там прикормку оставил. Сейчас на камеру еще посмотрю, пускай тут будет. Все, надоело искать. Рыбы нету тут. Бесполезно искать. Бесполезно. Хорошие места. Но рыба тут не зимует. Еще раз повторяю. Верьте, не верьте потом. Дело ваше. Вот так, хотя бы так оставлю. Так, рыбу с собой возьму, ледобор, пускай с собой будет. Может, я буду переставливать вот эти. Это пока тут оставим все. Удочка не пригодилась. Так. Вот так спрячу пока. Такой снег с дождем, блин. Все. Так, добавил прикормки еще. И переставил сани, потому что вон оттуда ветер, и снег прям, что я спрятал, туда же и попадает. Ну, короче, все. Короче, все. На сегодня вечером я еще проверю жерлицы перед сном. Тут делать больше
Я думал, наловлю ельцов, вдоволь порыбачу, как всегда. Посмотрим, может кто-то подойдет. В прошлом году или позапрошлом, наверное, вот здесь я тоже лунку просверлил. И там коряга еще лежала. И вдоль этой коряги, ну вот, где-то сантиметров 15, наверное, рыба. Единственная рыба просто стоит на одном месте и все. И сколько рыбачил, ни поклевки, ничего. Просто он тупо стоит. Единственная одна рыба тут была. А в этом году сколько лунок? Вот здесь пробовал. Потом там пробовал. Еще выше пробовал. 3 места вот тут. И тут еще раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 мест еще менял. Честно, надоело, блин. А? Лапы грязные у тебя. Вон, рядом. Лапы грязные. Лапы грязные. Вот улана. Лапы грязные. Опять снег начинается. Вон там туча, жесть какая идет. Получается западный ветер. Западный. Ветер западный. Ветер западный. Ох, Ташкент. Еще тепло здесь. Подзарядить надо подводную камеру. Ну все, рыбалку пока закончили.